ребята, доброе утро. Время 10 утра. Проснулся, хорошо поспал, нормально вообще. Не замерз, ничего. Даже Body Battery 100% показывает. Вообще капец. Типа я восстановился. Ну, на самом деле нормально себя чувствую, хорошо. Я вот сейчас подумал, вспоминаю свой там 2009-2010 год, когда я хотел только начать путешествовать. Вот, и никакой информации-то особо не было, вот как сейчас. Сейчас на Ютубе заходишь, вот если тебе нужна какая-то конкретная информация там про путешествия, это путешественников много. Ну, на самом деле их немного, просто когда на YouTube заходишь и вводишь что-то конкретное, там велопутешествие, и тебе кажется, что их много. Вот, и там любая информация на любой вкус, там, любого человека выбирай, какого тебе нравится. А вот в 2009-2010 YouTube, конечно, был, но вообще никто не пользовался, как бы, что там, видео смотреть. Там интернет был-то медленный, чтобы еще видео смотреть онлайн, это вообще капец. Непозволительная роскошь была. И вот, и приходилось просто вот так вот в Гугле там, или еще в каком-то другом поисковике это все искать, какие-то статьи находить, кто там описывает свое путешествие, там, автостопом, или там, о велопутешествии я тогда не думал, только автостоп. Вот, и там находишь всяких людей, как бы читаешь, и пытаешься по крупинке вот так вот для себя отщипнуть всякую информацию, знания какие-то. Вот, и какая большая разница, как сейчас все это доступно. Почти каждый путешественник снимает вот это все, показывает. Вот, то есть тебе уже не так сложно, уже и страшно будет там начать самому, если ты никогда этого не пробовал. Я тоже, конечно, сказал. Заходишь всего лишь на YouTube и смотришь, да. Для всего мира, кроме россиян. Для россиян не все так просто. Все, собрался вроде. Готов ехать. Кстати, палку нашел хорошую. Это кончик елки. Вон там елки лежат упавшие. Я кончик у нее взял. Она хорошая, легкая и такая эластичная. Фух, сейчас показывает 11 градусов, 11 дня и 11 градусов. Так довольно прохладно. Если солнце прячется особенно. Облачко закрывает, так вообще прям зябко. Ох, река Чулитна. Мощная. Ну, сейчас все реки мощные, ледники тают активно. Вода везде такая прям мутная. Нашел какой-то ручей. Видимо, тут талый снег. Вон там сугробик до сих пор. Вот не знаю, набрать с него или нет. Мутноватый чуть-чуть. Просто мутноватная вода, фильтр будет плохо справляться, долго будет течь все. Поэтому попрозрачнее, почище воду можно найти. Тем более сейчас такая местность здесь началась. Вполне возможно родники найти. Вот, тут она такая уже холмистая, предгорье. Могут родники быть. Нашел тут ручей возле дороги. Какой-то родничок, видимо. Даже буду без фильтра набирать. Им должно нормально все быть. Вообще четкая вода. Прям талый снег. Талые льды. View South. Viewpoint. Посмотрим, что здесь. Здесь должен быть красивый вид на горы. Но здесь сегодня облачно. В облаках. Народ здесь везде гуляет вон. Вот мы здесь сейчас. И вот так вот дорога идет между, ну вот в перевал, по сути, там идет между двух хребтов.
Вот и здесь вот есть вот по хребту пеший этот кого? Пеший маршрут, вот по нему бы пройти было бы классно. Вот, отпечаток времени. Вот раньше просто пачки от сигарет валялись, а сейчас вот я уже не первый раз замечаю, уже много раз замечаю, валяются эти вейпные машинки, которые пыхательные. Вообще их много, реально. Пачек сигарет, кстати, не вижу, вот только вот эта электроника. Это еще хуже. Это электроника, блин. Их же хотя бы сдавать можно, как батарейки, ну, блин, куда-нибудь, я не знаю. Нафиг вот так бросать. Вы же компьютеры не выбрасываете на улицу вот так вот. О, какой видок здесь крутой. No trespass. Красиво. О, здесь что-то в закутке джанк-ярд устроили. Нифига себе тут. Хорошая машинка была. Фу, сейчас на приваз стал. Покушать надо, давно не кушал. Будем сегодня гречку с киноа красной. Повника много растет вот так вот в лесах. Но я не вижу ягод самих сушеных. То ли собрали кто-то. Поели, короче. Так бы я чай бы сделал бы себе из шиповника. Это вообще вкуснотища. Техника тут брошенная. Нужно посидеть. Опа. Рычажочки подергать. Прям мечта детства. Помню, у нас тоже ремонт дороги какой-то был. Там каток стоял. И мы как преступники там что-то залезали. И так страшно было. Покрутится тут. Да, тут техника. Такой видочек тут шикарный. Вот так палаточку с таким видом поставить надо. Что ты? Голову склонила, березонька. Сейчас поел, дорожка хорошо идет. Я у себя сейчас слабое место в передвижении нашел. Это, короче, 5-я точка. Точнее, не 5-я точка, а то, на чем она едет. Вот в этих штанах, я не знаю, то ли натирает немножко, то ли что. Короче, надо что-то придумать. Сидушка-то вроде нормальная все, вот как будто материал натирает. И приходится останавливаться, устаешь. Подъемчики уже идут, такие затяжные, не горочками вот так, как раньше было, а прям затяжной. Иду на перевал. Сейчас с двух сторон горы, я в ущелье потихоньку заезжаю. Сегодня воскресенье, что-то трафика много, всякие автобусы ездят, капздец. Красота. Тут столько всего валяется по обочинам. Машиночка тут лежит, видимо, ребенок выкинул. Я сразу Ильдарку, конечно, вспоминаю. Сколько этих машинок у нас. Fairbanks 200 миль.
Fairbanks — это, по сути, треть пути до самого севера, до конечной точки там. Вот. И после Fairbanks, по сути, ничего не будет. Это последний такой большой город, центр там дорожный. Последние Walmart'ы там будут. После него уже там ни Walmart'ов, ничего не будет. Так что там надо будет закупиться, подготовить велосипед нормально, подумать, что нужно еще, теплые вещи, может, какие-то, и там уже это все сделать. И на Warm Showers я там уже написал одной девушке, вроде как бы она меня ждет. Я еще точно не знаю, когда туда приеду. Напишу за 2 дня, но вроде бы все нормально. Здесь посадочная полоса, такая щебеночная, с таким видом красивым. Ermine Hill Trailhead. Хочу по трейлу какому-нибудь погулять по лесу. Вот не знаю. По состоянию надо посмотреть. Тут вон банкомат сразу для оплаты тебе. Для паркинга автомобиля. Он работает вон. License plate enter. Не надо, спасибо мне. Что, все-таки пойду прогуляюсь. Оставляю возле пенька велосипед. Припарковал. Тут возле тропы. Все нормально будет, тут никого вообще нету. Я думаю, вряд ли сегодня даже кто-то будет. Вот тут вся информация. Что, где, как. Вот мы здесь. Вот она так, она вообще вот так вот цирком, как кругом практически идет. Но только выходит в другом месте в дороге. Туда я не пойду. Я прогуляюсь здесь, посмотрю, что как. А то я устал сегодня ехать. Походить надо. Хорошо, что я... Ой, шнурок надо завязать. Трекинговые кроссовки с собой взял. Думал, нафиг их взял. Ходить все равно не буду, я уставший буду. Да нет, вот для разнообразия надо походить, погулять. Куда спешить-то? Просто я помню в свои прошлые велопутешествия, я вообще особо никуда не ходил. Я настолько был уставший. Вот не хотелось ходить. Сейчас хочу. О, тут можно зарегистрироваться. Так, кстати, медвежий спрей я взял. Так, что тут надо? Имя, адрес, сколько человек. Деревяшки по болотцу лежат, хорошо. Уж перевал поднялся, здесь уже гораздо холоднее. Вон даже снежок лежит. Сейчас для организма вот огромный стресс, он сейчас перестраивается у меня после обыденной жизни вот к дорожному режиму. И вот сейчас морально, физически немножко я опустошен. И морально в том числе, самое главное. Вот физически-то силы можно найти. Вот морально прям такое опустошение после вот этого взрыва. Вау! Аляска! Сейчас такое пустота, я бы даже сказал, на душе. Но это всегда так, это нормально. Вот. И честно, хочу отлежаться. Хочется в горячую ванну лечь, покушать какой-нибудь стейк сделать, мясо там, отдохнуть. Ну, всегда так. Это в путешествии всегда так хочется. Вот так один день в недельку вот так отлежаться, откормиться и с новыми силами дальше ехать. Ух, как чаги красиво облепили ствол. Как интересно взаимодействуют пространство и время в путешествии. Я всего-то сколько, 4 дня еду, 4-й день? Я уж не помню. Ну, совсем немного, а по ощущениям моим вот в голове, как будто я, не знаю, месяц уже еду. Жизнь в путешествии удлиняется.
Ох, умылся, прям хорошо стало. Чуть-чуть так взбодрился. Ты сегодня с утра проснулся, даже не умывался, воды не было, так и забыл. Сейчас прям такой кайф, как будто искупался. О, тут спустился в низину, а здесь ручей течет. Фига, он какой чистый, прозрачный. Короче, назад пойду, милю прошел уже. Что-то тропа здесь теряется как-то, она вся затопленная, непонятно. Не-не, идем дальше, я просто не туда пошел. Мостик здесь. Интересно, тут рыбка есть? Какая стена из мха. А вот здесь вот клюква. Прям целым ковром. Но до нее еще очень-очень не скоро. Не в то время. Сейчас как весна, там бутончики только зарождаются. То есть как будто даже не лето, а такое. Вроде бы и лето, но для растений вот этих весна еще. Белка тут кричит, испугала меня. Минут 20, наверное, сидел там на мосту. Этот шум воды, он настолько в транс вводит, в сознание меняет. Так, в итоге 3,5 мили пройдено. Сейчас надо отметиться, что все прошло офигенно. Жутко хочу спать, поесть и спать лечь. Сейчас время-то уже 7 час, 7 практически. Я уже, надо чуть-чуть проедусь, там мне надо воды набрать и отдыхать. Все, я куртку одеваю. На спусках прям вот холодно очень уже.
Посмотрим, что за место здесь красивое. Типа нельзя сюда заезжать. Все дела, как обычно. Но тут красиво. Я бы тут даже ночевал. Так, здесь ручеек нашел. Вроде чистенький. Ох, солнышко вышло хоть. Наконец-то. К вечеру. И свернем сюда, посмотрим, что там. Здесь площадочка тоже какая-то. Здесь нашел хорошее место, в тупичок заехал. Здесь я останусь. Там ручеек рядом, если что. Хотя и воду набрал из того же ручейка раньше. Да, печка слишком маленькая, там огню негде разгуляться. Просто вот я открываю огонь сразу, вух, закрываю, и там просто коптится все. Да. Ох, как поел хорошо, весь котелок съел. Чечевица — это вообще тема красная. Ее и замачивать не надо. Сейчас чай попить с шоколадкой и спать. Время 8 вечера. Ох, идеальный день сегодня. Покатался, погулял по лесу. Чаечек сейчас сижу, с шоколадкой пью. Вот. Что еще от жизни надо? Вот что? Сейчас спать лягу сладким сном. В лесу под пение птичье. Даже распогодилось, небо немножко приоткрылось. Вот так вот такая жизнь мне нравится. Вот так я хочу жить всю свою оставшуюся жизнь. Да, тут еще что классно, связь не ловят, связи вообще нет. А в наше время это редкость, чтобы связь не ловила. Вот. И это так замечательно на самом деле. Я просто кайфую, в восторге. Ты даже к телефону не тянешься, потому что нету смысла. И это хорошо. Такой детокс прекрасный.